Знаменательное событие для молодого абхазского режиссера Османа Тарба. Ведь премьерные показы всегда самые волнительные. В этот день Османа Тарба поддерживали и поздравляли участники съемочной группы и приглашенные гости. Все они собрались еще задолго до начала мероприятия и с трепетом ожидали начала. Вечер дополнила музыка. Идея снять короткометражку у Османа Тарба возникла спонтанно. Фильм рассказывает историю молодого человека, студента, страдающего от синдрома Стенделя, состояние, при котором сильные эмоции могут вызвать потерю сознания. Эта особенность главного героя и стала основой сюжета. Впервые мы обнаружили эту болезнь, когда я записался в футбольный клуб. И да, я там забил свой первый гол. Осман Тарба окончил в АГУ факультет международных отношений. «Я очень хотел попробовать проявить себя в кино», — говорит Осман. Ведь он выпускник школы кино и телевидения Останкино. «Только не падай». Вторая работа Османа. Сюжет не взят из реальной жизни. Съемки фильма проходили в Сухуме и в Новом Афоне. Премьера фильма, она периодически затягивалась, и решили уже выбрать дату, которая больше всего подходит под фильм, потому что фильм сам тоже по тематике подходит к сегодняшнему дню, да. Не могу сказать, почему именно такое название. Ну, вы поймете, с чем это связано, посмотрев фильм. Я думаю, наглядный пример, с чем это связано, планируем отправлять на фестивали. Какой-то конкретный сейчас не могу назвать, но у нас прям несколько, у нас там список фестивалей короткометражных фильмов, вот, и на многие отправим. Главные роли в фильме сыграли Кирилл Клименко, Салман Джинджоли, Габриэла Габуня, оператор-постановщик Джану Цурцумия. Что, серьезно? Такая история у нас была с кастингом. Мы, в принципе, вот все ребята, которые участвуют в съемках, ну, я их всех, можно сказать, достаточно хорошо знаю и, в принципе, знал, на что они все способны. Надо было просто чуть-чуть их раскрыть и расположить к процессу съемочному, и вроде как получилось. Вот, поэтому прям полноценного такого кастинга мы не проводили. Съемки фильма «Только не падай» начались в феврале 2022 года и завершились в 2023 году. Продолжительность картины – 25 минут. Габриэла Габуня – графический дизайнер. Она сыграла роль девушки, в которую влюбится главный герой. Это ее первая работа в кино. Приветик. Не скажу, что прям сложно мне это далось, но было очень интересно входить в этот образ. Слов там у моей героини не было, но в целом эмоционально я должна была как-то передать это все состояние. Я думаю, неплохо справилась с этой задачей. Больше всего во всем этом мне понравилось, конечно, именно понравился процесс съемочный. Это всегда очень интересно, весело, там всегда какая-то особая атмосфера, очень тепло, очень так душевно. Вот. Это больше всего мне нравится. Салман Джинджоли сыграл в картине роль друга главного героя. Он отметил, что в своем персонаже он нашел себя и старался проживать эту роль. Чуть-чуть было трудно входить, а так, в принципе, и персонаж был очень похож на меня, я думаю, да, какими-то моментами, какими-то там, не знаю, мимикой, может быть, он подходил, либо своими, я не знаю, привычками какими-то конкретными, разговором, характером. Меня когда спрашивали, там тебе что-то платят, я говорю, я должен сверху платить. В плане того, что, это же опыт, это же практика, в любом случае надо практиковаться, и это мне выгодно, в принципе, было. Все было очень круто, да. Много воспоминаний осталось. Я думаю, это навсегда мне запомнится этот день. Фильм «Только не падай» обещает зрителям незабываемые эмоции и нестандартный подход к рассказу истории. Он показывает, что, несмотря на свои особенности, каждый человек способен найти свое место в мире и достичь успеха. 16 февраля пройдет открытый показ фильма «Только не падай» в Доме культуры города Новый Афон. Все желающие смогут посмотреть совсем новую и интересную картину.
От чего зависит успех фильма? От содержания, качества съемки, подбора актеров, музыкального сопровождения и многого другого. Успех – клубок взаимосвязанных факторов, но дергает за ниточки в итоге только зритель. Шазина Ханагу, Джамбул Чхапеля, Абхазское телевидение.